На окраине рынка Медины стоял слепой нищий иудей, который каждый день кричал всем тем, кто приближался к нему: «О, братья мои, не находитесь рядом с Мухаммадом! Он сумасшедший, он лжец, колдун, и если вы будете рядом с ним, вы попадете под его влияние, независимо от того, кто подходил к нему». Нищий не упускал случая и выражал свою ненависть к пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Изощренные проклятия сходили с уст нищего, и это при том, что он лично не знал пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и никогда не встречался с ним. И весть о том, что каждый день слепой нищий извергает проклятие и ругань, дошла до пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Но даже тогда любимец Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, не стал сердиться. Он проигнорировал оскорбление слепого нищего. Напротив, с этого дня пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал навещать слепого нищего и каждое утро приносил ему еду. Не говоря ни слова, благословенный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, кормил нищего своей собственной рукой, а слепой нищий с удовольствием ел пищу, подаваемую ему. Насытившись, он выражал свою благодарность, не зная, что тот, кто кормил его, был никто иной, как пророк Всевышнего Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, продолжал кормить слепого нищего в обязательном порядке каждый день, до того дня, пока не отошел в мир иной. На протяжении всей этой истории слепой нищий даже не догадывался, кто же был так добр к нему все это время. Но после того, как пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, оставил этот свет, никто больше не приносил еду слепому. Каждый день нищий иудей ждал своего благодетеля и недоумевал, почему тот добрый человек больше не приходит, чтобы накормить его, как он делал все это время. Напрасно слепой нищий ждал его появления. Тот так и не пришел. В один прекрасный день ближайший сподвижник пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакр Сиддик, да будет доволен им Аллах, посетил дом своей дочери Аиши. Абу Бакр спросил у Аиши, да будет доволен ею Аллах: «О, дитя мое, была ли у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, какая-либо сунна, постоянное действие, то, что я до сих пор не делал?» Аиша, да будет доволен ею Аллах, ответила: «Дорогой отец, ты воистину последователь сунны пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И нет ничего, что ты еще не сделал, за исключением только одного дела». «Что же это?» – спросил Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Каждое утро посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ходил на городской рынок, находил слепого нищего старца, который живет там, и кормил его из своих рук. Сказала Аиша, да будет доволен ею Аллах. На следующий день Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, отправился с едой для слепого нищего. Он подошел к нему и начал кормить его. Прожевав первый кусочек пищи, слепой нищий иудей рассердился и закричал: «Кто ты?» Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ответил: «Я тот, кто каждое утро кормит тебя». «Нет, не лги мне», — возразил нищий.
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был в шоке и не в недоумении спросил: «Почему ты так говоришь?» Слепой иудей ответил: «Потому что, когда он приходил ко мне, я всегда чувствовал, как же приятно держать его за руки и как легко пережевывать пищу, которую он мне давал. Человек, который все это время кормил меня, размягчал еду, прежде чем дать ее мне». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не смог сдержать слез, разрыдался и рассказал нищему, кто он был на самом деле. «Воистину, я не тот, кто приходил и кормил тебя. Я являюсь одним из его сподвижников, а того благородного человека более нет с нами. Он был никто иной, как благословенный пророк Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует». «Мухаммад?» — спросил слепой старый нищий, совершенно потрясенный тем, что он только что услышал. «Ты хочешь сказать, что тот, кто каждое утро приходил сюда и кормил меня из своих рук, был Мухаммад?» — спросил нищий. «Да, это был Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует», — ответил Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Тут же, в эту же секунду, слепой старый нищий иудей в отчаянии завопил и горько разрыдался, осознав наконец, что это был пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, который кормил его все это время. Все это время я проклинал его, и я клеветал на него, а он ни разу не поругал меня, не оскорбил, и каждое утро он приходил и кормил меня. Он такой благородный, — говорил нищий, вытирая слезы, текущие по щекам. Слепой нищий протянул руку Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, первому халифу мусульман, и засвидетельствовал перед ним шахаду, заявив, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует посланник Аллаха. С этого момента слепой старый нищий иудей стал мусульманином.